Мне хотелось бы рассказать о том, что в Якутске пройдет матчевая встреча по стрельбе из лука и настольному теннису. Состоится она между командами города Якутска и города Москвы. А уже о гостях давайте узнаем, кто у нас сегодня в студии. Да, сегодня в нашей студии старший тренер юношеской сборной по стрельбе из лука республики, это Нургустан Федотов. Победитель республиканского соревнования «Надежды Якутии» 2017 Светлана Олесова и представитель отдела международных и межрегиональных связей Москомспорта Мария Маркова. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Нургустану, расскажите, что это за матчевая встреча, традиционно ли она проводится, каковы ее главные задачи? Нам информацию про эту встречу дали летом. Изначально там была стрельба из лука и другие, еще стрелковые виды спорта, как пулевая стрельба и стендовая стрельба. Но в конце Москва почему-то отказалась и включили тогда наш вид спорта и настольный теннис. Подготовка у нас, заняла не так много времени. Ребята подготовлены у нас. Кто эти люди, счастливчики, которые попали в состав нашей сборной? Сколько их человек, возраст ребят? Большая часть команды – это город Якутск, вернее, даже половина. А остальные – это представители вузов Горного, Хангаласского и Меган-Хангаласского. Ребята молодые все, 2004-2005 года рождения. Это возраст детей Азии, поэтому это для них будет такой хороший старт, я думаю, начало года. И товарищеская встреча – такой формат, где, скажем, преобладает, наверное, не сам результат, а уже просто знакомство, встреча, дружба, можно сказать. Поэтому я думаю, что очень хорошо все пройдет. И пожелаю успеха сразу. Но нам известно, что это ответная встреча. Да. В том году у нас проходили Дни Якутии в Москве. В рамках соглашения между правительством Москвы и правительством Республики Саха. И в рамках этого соглашения были проведены товарищеские встречи по вольной борьбе и боксу. И результатом продолжения это ответные товарищеские встречи в Якутии в этом году. Понятно, что дружба – это что-то большое, огромное, да? Но что именно, по вашему мнению, спорт вносит в дружбу как раз-таки взаимоотношения Москвы, в частности, и Якутска? Это хороший опыт. Вопрос, да, очень у глобальный. Спортсменов. Они знакомятся, это общение. Для них это очень важно, потому что не каждый московский спортсмен приезжает к вам и ваши спортсмены. То есть для них это очень серьезно и важно. И это была очень такая конкуренция, борьба, чтобы поехать в Якутию. Из 25, допустим, настольного тенниса приехало только 6 человек. Так, а в целом делегация из скольки спортсменов состоит? У нас получается 18 спортсменов. Это 12 спортсменов по стрельбе из лука и 6 человек – это настольный теннис. Каков настрой у юных спортсменов? Они ждут, не дождутся. Кстати, представители делегации в Якутии уже впервые или уже бывали до этого? Впервые. Ваши впечатления какие-то, первые, которые вы увидели Якутию, ожидали ли то, что вы увидели? Это дружелюбные люди, это очень хорошая атмосфера, очень замечательная погода, мы в восторге. Вам просто повезло с нашей погодой на самом деле. Светлана, расскажи, ты состоишь в сборной по стрельбе из лука, да? Все верно, да? Да. Ага, почему ты выбрала именно этот спорт, как так получилось? У меня папа работает тренером, и мне с детства нравится стрелять. В свободное время мы стреляли у него на работе с учебных луков. И позже свободного времени стало меньше, и я попросила папу записать меня на секцию. А давно уже увлекаешься стрельбой? С 1 класса записалась. А времени сколько уходит на тренировки? С понедельника по пятницу обычно хожу. Сколько раз в день? Раз, два? Раз. Раз в день какие-то планы есть на будущее? Где хочешь выступить? Каких успехов достичь?
Я пока не уверена, но я хочу попытаться на Дети Азии пробиться. Здорово. Да. Ну, как настроена на встречу? Ну, хорошо, постараюсь показать хороший результат. Нургустан, наверное, стоит обязательно сказать нашим телезрителям, где будут проходить встречи, да? Ага, пригласить их. Да, наши Очень встречи коротко. пройдут в спорткомплексе «Дасун» сегодня и завтра. Всех любителей спорта, все, кто хочет поддержать наших спортсменов, приглашаю прийти и принять участие, поболеть за наших ребят. И вход свободный. Все, спасибо. Спасибо, уважаемые гости. Удачного Хотелось дня, бы мне сказать, отличного пусть проведения. победит дружба, но все-таки это спорт, пусть победит сильнейший.